О! Как интересно. На продажу, что ли, уже выставляете? Не, для рекламы людям показать. А, реклама, да? Да, А то мы уже испугались. понятно. О строителях что можете сказать о компании? А строителя что можете сказать? Ваш же дом. Нет, это дочки. Все могу сказать. В смысле? А строителя как строили, как что Как строили? Очень хорошо все строили. Жили у меня. Так. Насколько порядок... Вот, жили у вас, замечательно. Тогда Да. вы знаете их быт. Насколько аккуратные, порядочные. Очень аккуратные, очень порядочные, добросовестные люди. А работали со скольки до скольки? Ой, они очень рано уходили. И приходили где-то уже темно. Ну, поздно, где-то около 8 было даже. Ага. Что? Мы им баню топили, они бани мыли. Мы все условия делали, лишь бы они все хорошо сделали. Очень хорошие работники, втроем они были. Ага. Я уже именно Дима и остальных уже нет. Да-да-да. Но Дима это бригадир. Сейчас он у нас в Кослане на крыше работает. Да? Да, Хорошие мужики. да, Даже не пили ничего. Они вообще не пьют. да. Таких. Но я сам не пьющий, я не курю, поэтому я этого не понимаю. Но курить, по-моему, Нет, бригада курит, но пьющих у нас нет. ну они, да я говорю, нет. У нас вот приехали, я где работаю, ферму строить, так они бухали, а эти нет. У меня в кухне жили, все условия. И варили мы даже. Все, спасибо вам большое, что помогали. Ну и надеюсь, вы довольны. Дом действительно красивый. Хорошая бригада была, действительно. Всё, спасибо вам Но большое. они сказали, мы, говорит, еще приедем, потом идти. Да, на что-то. да, да. Приедем. Так что передайте им привет. Я передам. От Вали, от Миши, от Софьи. Софья это я. Спасибо. Бабушка, скажи. Хорошо. До свидания. До свидания. Вот вы хотели отзыв получить, вот его и получили. Абсолютно случайно. Пойдем дом посмотрим. Причем шикарный отзыв, я тебе хочу сказать. Очень. Так. Сейчас вкратце расскажем вам о параметрах данного дома. Ну и поможет мне в этом Сергей. Давай, Сергей, помогай. Параметры дома какие у нас? Параметры дома 8 на 8 и терраса 2 метра. 2 метра. Свай. Ну, дом, получается, стоит на свайном железобетонном фундаменте, свай 150 на 150, 4-метровый. Сейчас вам покажу. Получается, сваи над землей возвышаются на 50 сантиметров, в грунте они на 3,5 метра. Обвязка. Обвязка выполнена из бруса 200 на 200, сосна. Сейчас покажу это. Такой очень мощный толстый пиломатериал. Он всю массу дома распределяет равномерно на свайный фундамент. То есть он нужен. Делать его надо обязательно. И желательно, конечно, из бруса 200 на 200. Идем дальше. Обвязка распределяет нагрузку на каждую сваю равномерно, чтобы ни на одну сваю не приходилось больше нагрузки, чем должно быть. Дальше идет перекрытие. Обвязка перекрытия из бруса 150 на 200, сами балки перекрытия из бруса 100 на 200. Балки рассчитаны специально на нагрузки, которые будут действовать в данном доме, и под утепление 20 сантиметров. Как раз по теплотехническому расчету, который требуется с нашим климатом. Высота первого, второго, Дальше, стены. получается, возводятся стены из бруса 150 на 150. Высота первого этажа 2,7 метра, высота второго этажа атиковые стены 1,35 м, полная высота 2,7 метра. Крыша выполнена из доски 150 на 50. Стропильная система собирается, укладывается гидроветрозащитная мембрана, контуробрешетка, обрешетка и металлочерепица. Металлочерепица в данном доме имеет цвет шоколад. Шикарно. Теперь все посмотрим более подробно. Лаги у нас. Вот лаги пола у нас вот так вот выглядят. Они очень широкие. Здесь 200 миллиметров. То есть, следовательно, здесь будет и 20 сантиметров утеплителя. Пол будет теплым, ноги будут в тепле. Стены мы все строгали с внутренней стороны. Они ровные, аккуратные, четкие. То есть тут еще шлифмашинкой можно для себя пробежаться и под лак. Лаги второго этажа.
Тоже сечением 100 на 200, надежные. Здесь никаких колебаний не будет. То есть сечение лак настолько высокое, 20 сантиметров, что никаких колебаний, никаких вот таких вот просадок у пола не будет. Это надежный, качественный, крепкий пол. Многие строители экономят и делают пол из бруса 100 на 150. Крайне это делать не рекомендую. Он будет прогибаться. То есть все ваши шкафы будут вот так вот прыгать, трястись. Не советую. Очень сильно не советую. Внутренние перегородки тоже из бруса 150 на 150. Так, лаги второго этажа тоже 100 на 200. И сейчас, если получится, да, мне получится, покажу вам, как мы делали кровлю. Ну вот я уже нахожусь на втором этаже. Вот так выглядит у меня крыша. Все в мелочах. Эти мелочи начну показывать. Смотрите, сколько крепежных у нас элементов. Видно. Вот уголки крепим жестко на глухари и на желтые саморезы. Не на черные, у которых шляпки срывает, а на глухари обязательно жестко. И на желтые крепкие качественные саморезы. Так, крыша. Сейчас покажу. Хочу еще добавить пару слов о пироге кровли. Значит, у нас идут стропильные ноги, закрепленные надежно уголками. Дальше пленка гидропроизоляционная, плотная, надежная. Дальше контробрешетка, на нее обрешетка. Потом уже идет металл, то есть такой сложный большой пирог. Ну и дополнительно по желанию мы устанавливаем снегозадержатели, водосточную систему. Обращайтесь, будем рады. Хотел бы напомнить наш адрес. Это город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48 или короткий 8 212 48 47 48. Мы ждем вас.